В прямом эфире программа «Новости», в студии Луиза Хатуева, и коротко о главных событиях к этому часу. Пожарная безопасность, оплата коммунальных платежей и переход к отопительному сезону. Рамзан Кадыров обсудил вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду. Вокруг Северного Кавказа за 7 дней. Хорошо, спокойно, безопасно. Это единственный трезвый регион в России, что здесь можно отдыхать с детьми. Очень уважительное отношение к пожилым. Открыт новый туристический маршрут «Великий шелковый путь». В Грозном отметили Всероссийский день бега. Свыше 1000 человек приняли участие в забеге «Кросс нации». Республика готовится к наступлению холодов. Вопросы подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону обсудил Рамзан Кадыров на совещании в правительстве. Здесь собрались представители коммунальных служб, руководители различных ведомств и главы районов. В ходе встречи затронули и тему своевременной оплаты услуг ЖКХ. Обо всем по порядку Исмина Гацаева. Как докладывает министр, жилищно-коммунальное хозяйство региона, в том числе газа, электро- и водоснабжение, готово к наступлению холодов. По жилому фонду из 2498 жилых многоквартирных домов, включенных в план подготовки к КЗП, подготовлено 2283 единицы, что составляет 91,3%. По объектам теплоснабжения из 91 котельной установок подготовлено 91 единица, что составляет 100%. По объектам водоснабжения и водоотведения из 81 водозаборных сооружений подготовлено 81 единиц, что составляет 100%. Важные объекты жизнеобеспечения Чеченской Республики обеспечены мобильным резервным источником электроснабжения, в том числе 50 котельных установок, 7 водозаборных сооружений, 5 ВНС и 2 КНС. Средний процент готовности объектов жилищно-коммунального комплекса Чеченской Республики к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов по итогам проведенного мероприятия на 15 сентября 2016 года составляет 99,1%. При этом избранный глава Чечни отметил, если столбик термометра будет на низкой отметке, отопление необходимо будет включить и до 15 октября, поскольку именно в этот период учащаются случаи простудных заболеваний. Помимо этого, сейчас распоряжением правительства Российской Федерации здесь субъект на месте может устанавливать сроки начала отопительного сезона. В зависимости от температурного, наружного температурного режима, на месте распоряжения или что еще все, то мало кичу. Отопительный сезон дает что нагрузки, что электричество, газопровод, коммунальная система, трансформатор галюрвен, да, можем это холодать, особенно да, в частности, в городе, галюрку, заказанные труба, заказанные бош, а что уешал необходимо уешал дота, элементарно да, хумштан, любой уешал нет, галюршал, мы дота, бесенделом дота, заказан дон, договориться на заказанные да, стон, так, а то дон, а уешал ялчул, все равно идти смеет да, стон. определенная договоренность случилась, что хая, Обсудили на встрече и вопрос коммунальных платежей в период отопительного сезона. По словам Рамзана Кадырова, эта проблема все еще актуальна, поэтому важно проводить разъяснительные беседы с населением. Коммунальные услуги платить, уже август сразу сбоевый достан по всем районам достан. Hausarts natie on het aan, wij twak jochsbes, wij dochsbolchar, wij gaz jochsbolchar, dan zerg wij trebot de jischgelied. Toen had transmat ich zennig wat die jak dan giet, jak leer dan, le twak le dan luboy rod jullie hulp dat staan. Dan had giet is gewoon le kelnes de diest van boog het zerg dan wij trebot dat zal wij zeggen uch Tuak aastalustalj. Let zeggen we gaz uurtje mee wees, gaz aastalustalj. Dan is nagedaan, we dan dolgisch maar boorstoot, aastalu bo, hoga het jagwa shultje nog, hallo,
والدنيا غير كعزك ونع مسمت على بقلوش خلجس ناحية حلو بوش خلجي ويدانا حلوش خلجي تان قنوا ويك تان توك دعيال قمن وقتي على وارتدال توك دعيال جاز دعيال قمن وقتي على هو الدنيا عميال صوت شوال تان قمن وقتي على دان توك دعيال تجاز دعيال أولي دان يقولون توك دعيال تيجي خطو دانا زباس خليت أحسن المدينة داستان أوقع أو حون هند خطو شو تيجي إز أو حون هند لشوا شيخين بدأت هندو عن جاز سويت أحترمون أحتلوش صارت أو حون قوب شو بخ كمل سكر جزات شميل وش لا شيء دان أحت دان كلاد دوتيش أحت زرابات دوتيش دان أحسن دان إثناء دان وين يلا حصلنا وصل دان وين عدو دكلاي دان شيء توكيوش سويتيوش وين دان نتنا قلت الديز داستان قاوري ونشلونه نمستعدونه تعبوا بشي يترى أنت إيه هم يعزليات دونه سناس دونه متخل شيء دونه تعيوشل دونه شادي جيستيش دونه جاز سويت خيساق وجدوا الجير بيلا دونه ستانس يلا قوتو شيء إذا قوتو تريداس دونه نو تعبوش بوش نا أحسلوش خلج دونه أحسلوش سخل شيء وين تعمل دسلوه. Не осталось без внимания тема пожарной безопасности в осенне-зимний период. В это время все специальные службы работают в усиленном режиме. По словам Рамзана Кадырова, зачастую возгорание, в том числе и взрывы бытового газа, происходит по вине самих жителей, которые пренебрегают элементарными правилами безопасности. استعداد ملا جاز سويت طوق سندانه يرجشكح ناس بول ببيزدان ملا أعزير فوق داو ولا جاز يكا سلانش تيسن خلقه رزين ويدان شيء خموت حوز ويدانه تيل حوز وتاعو جاز دعوة ويدانه كان يوتينه دان يكا يوتينه داعي دليل بيا مردوش تونتينه ديبوش سولي عن خلما يزل عن خموت حوزي دان خلما يزل شو قاعد زيقان دان ستوري بلا صوت واقي تيلت حوزش يقولون نحت بوش تينو صداقوش يقول أراول ودات ليش أحترم دان تسمينوات صبر ده تستوري بلا صوت واقي كان بذات الندان أتبين سيد الأول الجنا هوقات إيلي هوقع نح باقي هوقع نح بلي هوقات إنه إيقي هوقع كورتي يجي بوشه وين جنا نهدان سيروز نبوابو داستان هندتي وكيم دال دي دون خط أجوج وستوبرتين أجوج والله إنتم مسكوا بيك وهون عند والي كيم عدلنا عاش وصل داستان ده مسكوا موسم متيول تعوالي كيم ما دال تعويق شو حوالي يبوشه دالي شيء دون يقبلنا سنة تك متوقع داستان بول نجار ده قاعد وهلك ويتك وعاولي أتوش خير ما يزرع ولا هذا شيء هم ما تصل إذ خموت هم ما تصيرتنا وقت بيك ما تصيرتنا شخير ما يزرع ولا خزاني سيج حان حات وتيجي وتشنا. Говорили о проблеме наркомании и алкоголизма. По словам главы региона, если не взяться за эту опасную болезнь сейчас, то может быть поздно. И начать нужно именно с тех, кто привозит и распространяет психотропные препараты и спиртное. هون حكيتنا تاعدون هو بيش حكيتنا تاعدون ناخ صوت صباح وجيدون روبوت شوش دون هو وديدر بوش دون شيء مول إذا أحسن كان إذا دون ويدور جاب كيس بوش سسسبيش إتنا دون غربيوجوا ديستر في البيت أحكي يوقتك يا أحكي جينا نوختي شو دون ديستر في البيت يا إيش لورد خلج أول ما يتبعتنا شو أحكي تعال شيء دستون استوى سويست سهول لاستان تقدر دون في يرجع الدوخش بالنابوي إيش مخبوه ربوش شيرتشكا إمامشي تورقشي بقيش ناتي مساجا شنو هو الخيات هو دي دوخش بول هو دي بوي دان نترك يجدري ميل ولا حسير رد عبورتك اللي بيسسو دان جد لكن ده والله اللي بيز مارس واش على اللي بيز ميوت على اللي بيز عم دروب اللي بيز سفن بالا بات يشتغل صور المليار ده برات البالها ما بتخمو يبوش تعبوا لي بليش ناس ذعروا عايز نوش ذعروا عايز هو الدنيا ميل دون هم بدهم يدخلوا نوش عندنا كمان سهلة وجي خانت يكاتش ويدون تندل نقداش دون ناس يبت ببيز تعدوا بيز ويقينا
Gangush борится без выдастся. Вот ам халк хлети сейчас. Из болезни дома. Чон диквайраяш. Хо рют холчак долш. Моссот на солш диатош. И моссот о барбу и чва и волчен бихур дастан. Баал ншхуш бай нахдон. Цатин баал ншхуш бай нах. Вайцан одагер что хуй дастан. В борьбе с этим пагубным явлением должны принимать участие все, начиная от местных властей и духовенства, заканчивая общественными организациями и старейшинами, считает Рамзан Кадыров. Только благодаря совместным усилиям можно искоренить это зло, тем самым спасти огромное количество молодых людей от совершения ошибки, которая впоследствии будет стоить им жизни. Ясмина Гацаева, Джамлаил Хаджалиев. При поддержке пресс-службы главы республики. Новости. На прошедшей неделе не стало народного артиста РСФСР, кавалера ордена Кадырова Валида Дагаева. Он был известным музыкантом, исполнителем фольклорных песен, символом чеченской культуры и искусства. Ему было 76 лет. Рамзан Кадыров вместе с соратниками побывал в доме Валида Дагаева и лично выразил соболезнования родным и близким. هذا هو وعلى دينك برضه مثلا يشرح قوما يشوش دائما ندعو انا شو سدلنا هذا هو ما عادش لا استيش لقيت والوالد ولد اشتغل وقواه اشتغل ويخرج تسمع بعض رمضان شو موضوع شيء خير شو أول شيء خير بعده هو حاج ليش بوش والناخ موت أسكيف إنزري هم دول خزلتن أدم أنا عندك ويش ليري خزني سنة 18 بين سويزم واتر ومهارة سو دعوة شل بوشتو ذكر نظم إبرك ديك خزحي خمبر كنت دقا لتش دق أول شور صحنهم ما تعسيت سوور ديك جرجل استجور مسيرة يقر ورق بعضو أشهدنا سن شو الله رم بنا ليرنا استجور رئيس خلشون إيش وسع رئيس خل. Также Кадыров пообщался и с вдовой Валида Дагаева. Избранный глава региона отметил, что он всегда оставался народным любимцем, а ушел, оставив после себя значимый вклад в культуре чеченского народа. В Ингушетии прошел фестиваль культуры и спорта. Сюда съехались более 700 спортсменов из регионов Северного Кавказа. Атлеты состязались в 7 видах спорта. Почетными гостями стали министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, а также Рамзан Кадыров. Подробности в материале Зураба Центроева. Этого события жители Кавказа всегда ждут с нетерпением. Фестиваль культуры и спорта с самого начала завоевал любовь большой аудитории. Чтобы выступить на нем, собираются сотни спортсменов. Не стал исключением и этот год. В Назрань съехались более 700 участников. Среди почетных гостей мероприятия министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и главы субъектов СКФО, в числе которых и Рамзан Кадыров. Начало состязания предваряет красочная церемония открытия. Перед зрителями разыгрывается театрализованное представление по мотивам нардского эпоса. Затем перед собравшимися выступили национальные творческие коллективы. И вот перед зрителями проходят спортивные команды с национальными флагами. Более 700 спортсменов будут бороться за пальму первенства в легкой атлетике, армрестлинге, прыжковом двоеборье, силовом троеборье, перетягивании каната, борьбе на поясах, стрельбе из лука, мини-футболе и других видах состязаний. Позже слово предоставляется почетным гостям. К собравшимся обратился Лев Кузнецов. Фестиваль стал действительно уникальным мероприятием, объединившим богатство спортивных традиций и культур народов Кавказа. Северный Кавказ славится яркими спортивными достижениями. Я желаю всем гостям и участникам
отличного настроения и новых достижений. Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров в своей речи отметил, что Кавказские игры служат укреплению межнациональных отношений и развитию культуры и спорта. Фестиваль служит делу укрепления дружбы и согласия между народами. Гармония межнациональных отношений является прочным фундаментом стабильности и дальнейшего успешного развития нашей великой державы. Национальные игры, песни, танцы, традиции и обычаи составляют основу жизни любого народа. Северный Кавказ представляет собой яркую мозаику самобытных народов, объединенных общей судьбой, историей, культурой. Мы должны беречь мир и согласие как бесценное достояние, которое поможет нам и будущим поколениям жить в атмосфере взаимного уважения и братской дружбы. Желаю участникам фестиваля здоровья, счастья и больших успехов во всех делах на благо нашей дорогой Родины. Харсан хаз мероприятие шдон, галый чуах мусум дона, регионшка, духл делах дона, хогбака дона, кастен хазахул, сундаггар баркал дерес, ала дон, дар мула дона. Туолам дон, хор командина диез дела дона, таган галый чуах балет дирдуэ, ве братский дона, народен дона, дал я беркати вел, дал истош дал вел. Шицахил дона, хорана дона. Вот безам дака, цаутuna дон, халаху волновать, здесь хул дела дона, шавек настроена у дон, вей дона, хаз дона, галашен дон, праздник галца дон, хаз дон, продолжение рух праздника дон, да, я бедки вел дон, да, рух да, дой мосу дон. Затем слово взял Юнусбек Евкуров. Глава Ингушетии подчеркнул, что проведение фестиваля помогает наладить межкультурный диалог. Спорт – это всегда стремление быть первым. Но Кавказские игры, потом то, что сейчас переросло и культуру, и спорт наших народов, все-таки изначально цель была такая – участие. Главное – участие. Главное нам показать друг друга. Главное нам увидеть культуру, традиции, обычаи друг друга, народов Кавказа. И дальше вот это самое хорошее начинание распространять по всем регионам нашей великой страны России. После приветственных слов известные кавказские спортсмены, победители Олимпийских игр и мировых первенств, пронесли по стадиону флаг фестиваля, который водрузили на флагшток. Затем представители команд-участниц вместе зажгли огонь Кавказских игр. Огонь нашего фестиваля! Параллельно с соревнованиями работают национальные подворья, где выставлены предметы быта, национальные блюда, одежда и различные виды народных промыслов. Рамзан Кадыров вместе с коллегами обошел каждый двор. Здесь почетным гостям продемонстрировали народные обычаи и традиции. Также в память об участии команды Чечни в Кавказских играх глава республики посадил дерево. Затем высокие гости ответили на вопросы журналистов. Безусловно, было все организовано красиво, хорошо. Я люблю все мероприятия, особенно спортивные, культурные, потому что спорт, культура объединяет. Это больше разъяснительное, знаешь, так сказать, педагогическое мероприятие. Мы забываем потихоньку традиции, обычаи и потихоньку, так скажем, больше расходимся в разные направления. Поэтому сегодняшнее мероприятие больше объединяет все народы Кавказа и России в целом. Поэтому я с удовольствием приехал и посещаю, стараюсь посещать мероприятия. И я рад, что я был сегодня на этом мероприятии. И хочу выразить слова благодарности Юнусбеку Ибрагимовичу и тем организаторам, которые днем и ночью трудились для того, чтобы сегодня провести на высоком уровне такое мероприятие. Я думаю, что все, как я, рады, что сегодня они присутствовали, что они участвуют и в спорте, и в культуре, и как зрители. Во время посещения ингушского подворья почетных гостей встретили особенно тепло. Среди принимающих, в кавычках, оказался и родившийся буквально на днях младенец с матерью. Ребенку еще не дали имя, но этот пробел восполнили здесь же. Глава Ингушетии, согласно вайнахским традициям, с позволения родителей дал мальчику имя Рамзан, в честь главы Чеченской Республики. У нас есть гости. Я понимаю, что мы не можем нашему мальчику дать имя Лев. Алан. Алан можем дать. Вот у нас есть два гостя здесь, те, которым мы имя сейчас можем дать. Рамзан и Рамазан. Вот давайте мы дадим этому мальчику имя ваш Пурумлой. Рамзан и Далтеха Беркетвил.
По ингушскому обычаю тот, кто назвал ребенка от семьи, от семьи этого мальчика, это... Экскурсия по этнографическому парку не могла пройти без национальных танцев. В чеченском подворье гостей встречают лезгинкой. Здесь же гостям продемонстрировали ковры, изготовленные по уникальной древней технологии, и холодное оружие, кованное прославленными чеченскими мастерами. Глава Дагестана обратил внимание на картину с изображением первого президента Чечни. Хорошая работа, да? Светлая память. И дай Аллах, чтобы ему всегда было там тоже. Потому что он является героем не только Чечни, Кавказа, России. Ну а пока гости знакомятся с подворьями регионов, на стадионе начинаются первые состязания. Бросок камня из-за головы, от груди и через себя, то есть силовое троеборье. Тяжеленный камень дальше всех в сумме по всем разновидностям бросил Исмаил Хамхоев. Я второй раз выступаю на Кавказские игры. В прошлом году выступал, проиграл, в этом году выиграл. И 3 месяца назад начал тренировки. Вот результат, первое место. Проявил себя, лишь немного уступив победителю, чеченский атлет Алихан Албеков. Точно как и на прошлогоднем фестивале, занял 2-е место. На 3-м оказался спортсмен из Карачаева-Черкесии. Анзор Мальцагов готовится выйти уже на 4-ю схватку в борьбе на поясах. В этом виде молодой человек выступает впервые. Однако, используя навыки вольной борьбы, спортсмен из Чечни выиграл все поединки, кроме одного. Такого результата в дебютном выступлении в новом для себя виде спорта, говорит, даже не ожидал. Кузаир чоца зрелищный, бадович, браскиши, тяга чоца, движение атак, уж полностью включиться до дешевлоха, куда чисто корпус, там ноги тоже. Кроме абсолютной категории, в которой Анзор Мальцагов занял 2-е место, представители Чечни боролись еще в 2 весах – 65 и 85 килограммов. В самом легком на 3-ю строчку поднялся Даман Сагалов. В первых 9 из 12 видов спорта свой домашний фестиваль выигрывают исключительно представители Ингушетии. А чеченским спортсменам в лазании по канату и переносе тяжестей на дистанцию не хватило одного шага до призовой тройки. Пришли поболеть за наших ребят, за всех. Это все наши братья приехали к нам. Тут все спорт интересный. Сейчас ждем с нетерпением перетягивания канатов. Это наш любимый спорт. Будет, наверное, будет интересно. Иншаллах, то, что мы ожидали, даже больше, чем мы ожидали. Высшая крыша. Финальную встречу по мини-футболу отложили практически на самый конец. За 1-е место сошлись команды из Ингушетии и Северной Осетии. В принципиальнейшем противостоянии со счетом 3-2 опять же выигрывают хозяева фестиваля. Все, друзья, победа со счетом 2-3 одержана над сборной Северной Осетии в финале. Ну и, наконец, самый зрелищный и любимый болельщиками вид – перетягивание каната. Здесь, как правило, встречаются самые сильные атлеты. Однако, как показала эта практика, не менее важно и взаимопонимание членов команды. И лучший баланс между силой и тактикой показали здесь силачи из Ингушетии. Команда из Ингушетии перетянула канат. Кавказские игры завершаются триумфом родоначальников фестиваля. 1-е места хозяева завоевали в 11 из 12 видов спорта и поднялись на 1-ю ступень пьедестала в общем зачете. 2-е командное за Дагестаном, на 3-й строчке Кабардино-Балкария. Завершается фестиваль так же красочно и грандиозно, как и начинался. Зураб Центроев, Хамзат Аюбов, Рамзан Керимов и Джамалайл Хаджалиев. Новости. В поисках лучшей жизни часто с такими намерениями люди выезжают за границу, однако, прибыв в другую страну, выясняется, что все не так, как хотелось бы. Ситуация там далека от идеальной. С какими проблемами сталкиваются мигранты, разбирался Саид Ахмадов. Европа, особенно для искателей бездеятельной жизни, может быть и неплохой вариант. Копейки на хлеб с маслом, как и в любой стране, обеспечены. Правда, не везде это сопровождается ярлыком беженца. Например, можно оставаться в своей стране и быть его полноценным гражданином. Копить деньги не на миграцию, а на реализацию себя и своей жизни. Чтобы получить статус беженца, мигрантам приходится сочинять без преувеличения ужасные легенды о руководстве региона, в котором они проживали. Иначе получить так называемое политическое убежище практически невозможно. Та ситуация, которая сейчас у нас здесь стоит, развитие, восстановление давно уже, процесс восстановления давно уже прошел, идет развитие очень быстрыми темпами, и это знают не только в Российской Федерации, знают во всем мире. И те же иммиграционные службы, которые там
общаются с людьми, которые туда приезжают, они об этом тоже очень даже хорошо знают. Если люди, кто-то пытается уехать из республики в Европу за каким-то там, не знаю, за легкой жизнью, может быть, то они этой легкой жизни, во-первых, там уже не найдут. Это не начало 2000-х годов. Это во-первых. Во-вторых, их просто-напросто там не примут. Они в лучшем случае, даже если такие найдутся, которые попробуют нелегально пройти где-то границу, в лучшем случае не попадут в какие-то лагеря, в которых будут жить годами. Про них, говорят, ушли, предали и даже продали честь и совесть. На недавно прошедшей пресс-конференции главы Чечни затронули и эту тему. Одним из вопросов журналистов был, как быть тем, кто пожалел, осознал и хочет вернуться. Ответ. Пусть возвращаются, но мы не знаем, где они, как они уехали отсюда. Я вообще не понимаю политику этих людей. Они продают свое имущество, все, что у них есть, раздают всем аферистам денег, чтобы их незаконно перевели там, через Беларусь, там, в польскую границу. Потом остаются без документов, чтобы получить статус беженца, пишут всякую чушь, ерунду, и потом всю жизнь, теряя честь, достоинство, плачут, ходят, там, знаешь, чтобы получить там кусок хлеба. Я вообще не понимаю этого человека. Мы чеченцы, мы всегда достойно жили. Чтобы достойно жить, мы всегда воевали, чтобы не терять честь, достоинство. А сегодня что случилось с ними? Чтобы получить там бесплатно там какие-то копейки, там, чтобы не работать, нужно выехать в Европу, там, терять все свои жизненные ценности, что ли. Их никто не отправлял, их никто даже не знает, кто им может угрожать, если их никто даже не знает. Я отправлял туда там людей, толком никто даже не ответил, кто они, откуда они там взялись, откуда они выехали туда. Я неделю там занимался там этими людьми. Если реально они там, им нужна помощь, я готов был отправить туда технику, чтобы их привезти домой там. Но они лишний раз, чтобы получить там какой-то пакет, там собрались, так, мне так доложили. Но еще это не точный ответ, это наши люди, мы все равно, какие бы они ни были плохими, какие бы у них ни были намерения, мы должны ими заниматься. Ну, кто им может угрожать? Они свободно могут приехать, уехать. Миф о том, что за границей мир намного лучше, среди некоторых жителей пока все еще бытует. Но обратного не приходится доказывать. Вот удручающие кадры, снятые на камеру телефона в Германии. Мужчина рассказывает о людях, собравшихся в кучу возле лагеря для беженцев. Территория вокруг похожа на свалку. Послушайте то, о чем он говорит. Стоит даже вслушаться. Германия, Гамбурге, Шевик мату шушунок наркоман ушундон ардамелетек дон куйо шварт нохчи голдон шеси дэндэ хабош закон имачо на хабовой ма хатуш дон иштliеш пушундон шевик наркоман ушун ардамелетек эл наркоман бен бушун прямо центр штенда мишон халхилум шокаде чон дадойлошон позициовар дон советокшон масага дон дой ишталдокшон. В основном беженцы едут в зарубежные страны в надежде получить высокое социальное пособие. Но здесь тактика иждивенцев уже давно утратила свою силу. О ситуации в стране и в частности в Чеченской республике наслышан весь мир. Сейчас уже мало что прокатывает. Нет, их оставляют жить в Европе, но только спустя рукава. Думати трэшнён, не эшца буатари, кузнах чуриятер бэцэ пребертён. Болбеш, уйдуй, бол му бохат кузадет, му примерно как биша кышадо на бухлет сандина болбозэ. Мамат хох цанкомна чах, хонха пребертцани кучуа укса. Люди, которые туда уезжают, они живут вот как в комнатах каких-то там, вот этих, с представителями других национальностей, других рас, других стран мира, у которых совершенно свои понятия о нравственности, свои понятия о поведении, о порядочности, то есть у них совершенно свои законы. И
люди, которые живут в лагерях, у них эти грани стираются, потому что есть вещи, которые мне рассказывали, которые неудобно говорить на камеру, очень некрасивые вещи. И люди, которые в эту ситуацию попадают, им очень трудно будет, допустим, своих детей растить в наших традициях. Эти люди, наоборот, в поисках лучшей жизни попадают в бедственное положение. Как говорится, искал счастье, а обрел беду, на которую сам себя и вывел. О прошедшей в Чечне войне и о давно прошедших последствиях в угоду той или иной страны декларируют не только выходцы из Чечни. Под видом чеченцев в Европу регулярно проникают тысячи представителей других национальностей. И это, выдавая за правду, мусолят различные СМИ. Мы много раз общались и отсюда, и находясь в европейских странах, общались с выходцами из нашей республики, которые рассказывали много историй, как представители совершенно разных национальностей, причем представители не только российских национальностей, но и представители совершенно других национальностей. Мне рассказывали случаи даже, когда пакистанцы пытались себя за чеченцев выдавать. То есть они общаются с нашими чеченцами, записывают названия улиц, названия тейпов, названия городов, сел, фамилии, имена и таким образом готовятся к интервью с иммиграционными властями. Сегодня очень сложно найти причины, по которым можно покинуть Чечню. Регион преуспевает во всех сферах жизнедеятельности и создает максимальные условия для полноценной жизни жителей. Это показывает даже одно то, что Грозный в последние годы стал чуть ли не главным туристическим центром на Северном Кавказе. К слову, за текущий год их уже было более 60 тысяч. Ну а теми, кто так стремительно желает покинуть регион, наверное, управляет лишь неспособность жить в обществе с равными правами и главенствующим законом. Саид Ахмадов, новости. В Грозном приземлился очередной рейс с паломниками из Саудовской Аравии. Поздравить их с совершением хаджа приехали родственники и друзья. Собравшиеся и сами паломники выразили благодарность руководству республики за возможность посещения священной Каабы. وين باتش باندلش تو بوق اتو لا سوني اتو بغلق ده رزق للمسنا بايد الجنة بانجير مسيري ده العشق وبالله. В этом году главную святыню мусульман смогли посетить более 1500 человек из Чеченской республики. Значительная часть из них смогла исполнить свой религиозный долг благодаря региональному общественному фонду имени Ахмата Хаджи Кадырова, который взял на себя все расходы. ديل أيتم سجع خزات هرقي هم لا يساعدونا روزة عديل يجديل سلم طويل نشخص روزة بعد خيتر تقدون ديل أيتم حاجة كعبة نخدو عنش عرفة تعديه شنو منا دال دو عن جرب إلر دل رئيس خلق خصك دوت وباتش عن داليرن بولسن دير مخ بيوش وباتش عايش باتش عن مخ متعبر ديل ديوش دو عنش دير ودال دال مغلا دو عن جرب بلردو تك دختر ويولشي تك دغدون حولش دولش دا سرت خدلا ديل أيتم سنا بيركت الله ديل أيتم تك دغدان تكون حاج دير ديل أو دو عنش دي أو ويغا ديل. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает оказывать помощь Сирии. В рамках широкомасштабной акции оказания гуманитарной помощи в сирийском городе Аль-Суайда, расположенном на границе с Иорданией, в лагерях беженцев распределили более 10 тонн масла, мясных консервов, сахара, чая, кондитерских изделий и игрушек. Напомню, что это вторая подобная акция в этом городе, где накопилось большое количество беженцев из-за закрытия Иордании границ для перехода на свою территорию. В рамках проекта «Шелковый путь» Чеченскую республику посетили представители туриндустрии России и Китая. Бизнесмены планируют познакомиться с географическим, культурным и кулинарным разнообразием Кавказа. Программа визита рассчитана на 7 дней и включает тур по главным достопримечательностям СКФО, такие как древний город Дербент с цитаделью, Нарынкала, величественная мечеть сердца Чечни в Грозном, древние монастыри в Северной Осетии, а также средневековые башенные города Ингушетии и медовые водопады в Карачаево-Черкесии. Проект «Шелковый путь» инициирован субъектами СКФО и реализуется при поддержке Министерства России по делам Северного Кавказа. 2016年
Чеченская республика является очень важным пунктом по линии шелкового пути, и целью моего визита является более глубокое знакомство с этим прекрасным местом, с его великолепной историей. Я надеюсь, что в будущем большее количество китайских туристов будет приезжать в Чеченскую республику для ознакомления. Гордость чеченцев и один из красивейших городов Северного Кавказа. Грозный скоро отметит День города. Чтобы увидеть красоту и величие столицы Чечни, в регион съезжаются жители из разных уголков России и мира. Многочисленные музеи, театры, спортивные и развлекательные комплексы не оставляют равнодушным никого. Жители республики, которые вернулись на родину спустя долгие годы отсутствия, поделились впечатлениями о новом облике столицы с нашим корреспондентом Алхазуром Керимовым. Из знакомых никого не осталось, а родная улица изменилась до неузнаваемости. На Ульянова 41, где раньше жила Ольга Горшкова, теперь новые хозяева заканчивают строительство дома. Закрывая глаза, ее вновь охватывает ностальгией, погружая в атмосферу довоенного Грозного. Напротив дома был палисадник, было тутовое дерево, росли вишневые деревья, цветы. Очень всегда были добродушные соседи, всегда друг друга уважали и всегда обращались за любой мелочью, никто никому не отказывал. Вот в этом доме здесь жили армяне, большая дружная армянская семья. Через 2 дома от нашего дома тоже, напротив, вот буквально, здесь жили ингуши. С тех пор прошло 30 лет. По состоянию здоровья сына она вынуждена была уехать из Грозного в Саранск, где более сухой климат. Но все это время, признается Ольга, ей всегда хотелось вернуться в родной город, где родилась и выросла. И спустя столько лет решилась взять вместе с дочерью Натальей отпуск и приехать в Грозный. Когда уже, значит, были сданы все экзамены, были выпускные вечера, и сюда на площадь съезжались встречать рассвет со всех уголков Грозного. Все выпускники абсолютно встречались здесь. Это была такая традиция. Сейчас это совершенно современный европейский город, который не узнать практически, не сравнить с тем городом, который был тогда. На родной улице они не нашли старых знакомых, но нынешние соседи, пожалуй, застали их. Так что им есть что и кого вспомнить. Картину довоенного города хорошо помнит Саид Саратов. Он, впрочем, напомнил гостям и о войнахском гостеприимстве. ادمن دینی سگن با خیتوس اتوج آخیتم شله اول چلدن غالق آله شمیش عود سخوش بیست نهارش نگامه سومنتی ودشوات غالقی وقن چلده وانا یرزدانی когда успели построить перматинтия ерхундутия али атовой вис. На месте, где был памятник Ленину, теперь красуется стела города воинской славы. Рядом самая большая мечеть Европы и многоэтажный комплекс Грозный-Сити. Новый корпус нефтяного университета, где училась Ольга. Здесь изменилось буквально все. Гостья не сдерживает эмоций. Наталья в последний раз была в Грозном 8 лет. Она, кстати, вместе с братом была крещена в Грозненской церкви Архангела Михаила. Приехав в город, я поняла, что он стал еще монументальнее, еще шире, еще краше. Я, конечно, плохо помню, каким был центр, я больше помню окраины города, но центр восхищает меня своим великолепием. Ольга и Наталья не единственные, кто спустя много лет приезжает в родной город, и практически каждый, какой бы национальности он ни был и где бы он ни жил, в душе всегда чувствует себя грозненцем. Алхазур Керимов, Мансур Саев, Луиза Юнусова. Новости. 16-й выпуск программы «Наш район» состоится завтра в 17:00 на радио «Грозный». Очередной гость рубрики – глава администрации Ножеуртовского района Вахид Геремиев. В прямом эфире жители муниципалитета смогут озвучить свои вопросы и пожелания. Их можно отправлять уже сейчас по номеру, который вы видите на экране. Вопросы могут быть разного характера для тех, кто впервые слышит об этом. Хочу еще раз напомнить, что это вопросы основном социального характера. Нам задаются, наш телефон, можно сказать, круглосуточно принимает вопросы, обращения жителей. Республика продолжает принимать и удивлять туристов. Посмотреть на ее достопримечательности приезжают гости со всего мира. Основной поток наблюдается летом и осенью. Часто среди них можно встретить и тех, кто не раз бывал в этих краях. С очередными гостями столицы встретилась Макка Татаева. Каждый день Грозный открывает свои двери для огромного количества людей. Только за прошедшие выходные в столице побывало около 800 человек. Многочисленных гостей в первую очередь привлекает природа Чечни. Жемчужина Северного Кавказа, Кристальное озеро, казино Ам, всесезонный горнолыжный курорт Ведучи и другие объекты культурного наследия республики. Огромное количество мест, людей, которые приезжают по туризму здесь, интересуют
не просто в плане современной какой-то там, допустим, реконструкции города, но и исторические места очень сильно интересуют. Мы очень часто выезжаем к нашему высокогорному озеру Кизиной-Ам, как его называют, жемчужина Северного Кавказа. На территории самого города самые посещаемые места — это, наверное, смотровая площадка на Грозный-Сити. Тоже очень интересно людям бывает там побывать. Огромное количество вопросов бывает про центральную мечеть города Грозного, мечеть имени Ахмад Хаджи Кадырова. Грозный еще с советских времен был привлекателен для туристов и славился своей неповторимостью. Елена Пахомова – одна из тех, кто помнит тот старый город. Нынче чеченская столица стала еще краше, делится Елена. Здесь когда-то жили родственники моей мамы. По известным событиям они переехали уехали из Грозного. И здесь я была еще ребенком, это было примерно, мне тогда было чуть больше 10 лет. Я помню Грозный тогда таким уютным, зеленым городом, одним из, наверное, лучших на Северном Кавказе и в целом в стране тогдашней. А сейчас, тем более, вот помня кадры, которые показывали по телевизору, насколько он был разрушен, вот просто невозможно даже вот представить, что это, может, город-сказка. В группе туристов представлен экскурсовод, который рассказывает гостям о достопримечательностях республики, обычаях и традициях чеченцев. Сегодня большинство из этих обычаев соблюдаются. У нас, например, на свадьбе муж вообще не присутствует, жених. Одна из крупнейших святынь в Европе. Сердце Чечни никого не смогла оставить равнодушным. Многие в столице в первый раз, поэтому стараются запечатлеть каждый момент на фото. Туристические поездки становятся особо актуальными летом и осенью. В сезон отпусков приезжают все больше туристов. Гости возвращаются в Чечню снова и снова. Они признаются, регион оставляет у них неизгладимые впечатления. В Грозный город приехала первый раз. Приехала с мамой. Очень понравилась архитектура. В следующий год приеду обязательно сюда с семьей, с дочерью, с мужем. Мы приехали из города Невиномысска сюда на экскурсию. Нам очень экскурсия понравилась. Если у нас получится, в следующем году мы тоже планируем сюда приехать. Нам очень понравился музей, потом Грозный-Сити. Ну и хотелось бы еще посмотреть фонтаны, но сегодня у нас, видно, не получится посмотреть фонтаны из-за погодных условий. Туристы уверяют, с собой они увезут яркие впечатления и массу положительных эмоций. Для большинства этот визит первый, однако он обещает быть не последним. Мака Татаева, Хаважа Мунаев и Джамалейл Хаджалиев. Новости. В селении Беркат-Юрт состоялось открытие нового здания торговой базы музеев. За долгие годы на отечественном рынке она зарекомендовала себя как поставщик качественных строительных и бытовых товаров, поэтому пользуется широкой популярностью в регионе. На официальную церемонию открытия прибыли постоянные клиенты и многочисленные инвесторы. Как прошло торжественное мероприятие, расскажет наш корреспондент. После разрезания ленты гости праздника осмотрели торговые площади нового двухэтажного здания. Теперь покупатели смогут приобретать товары в более комфортных условиях. Здесь есть материалы строительные, отделочные, бытовая техника всех видов. Благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову пришли к нам в республику инвесторы. Дело у нас практически с мертвой точки сдвинулось. База очень удобная. Сегодня вот прошелся по всем, можно сказать, отделам, и очень удобная база. Очень удобная. Спасибо предпринимателю Музаеву за эту базу. Эта база для нашего района, можно сказать, находка, так как около 50 рабочих мест создает. Фактически это социально-экономическое развитие района на фоне тех преобразований, которые проходят по всей республике, благодаря главе республики Рамзану Ахматовичу, Герою России. Соответственно, наш район тоже растет, процветает, как вся республика. Сегодня интересно и весело было всем. Организаторы сумели привлечь внимание не только взрослых, но и детей. Герои из любимых сказок развлекают маленьких гостей мероприятия и создают атмосферу праздника. Рамиса Абдулкеримова часто покупает здесь бытовую технику. В этот раз пришла со своими детьми. Рамиса, как и другие постоянные клиенты, знает, что этой компании можно доверять. Сегодня она в числе многих смогла оценить ассортимент предлагаемой продукции и поздравить базу с открытием дополнительных точек.
База Музаева основана еще в 1999 году. Со временем компания набрала постоянных клиентов и партнеров по бизнесу по всей стране. Сегодня их более 30. Число инвесторов постоянно растет. Многие из них приехали на открытие. Магазин очень хороший, с очень хорошим ассортиментом, светлый, добрый. Желаем данной организации долголетия, процветания и как можно больше клиентов. Мы занимаемся оптовой продажей обоев. Из торговой базы Музаев работаю уже более 4 лет. Я был приглашен на открытие нового магазина. У вас прекрасная база. Мне очень понравилось. Закончилось мероприятие концертной программой, где звезды чеченской эстрады исполнили для присутствующих известные и новые композиции. Амина Магомадова, Шамиль Саламов, Алаш Аздамиров. Новости. В Урус-Мартановском районе состоялся турнир по смешанным единоборствам. В нем приняли участие бойцы из разных городов и регионов страны. Всего состоялось 10 боев. Итоги состязаний в материале Рамзана Джамбекова. Бескомпромиссные схватки, точные удары и красивые приемы. Вечер боев Алхазурова вызвал небывалый ажиотаж у жителей села. Наблюдать за происходящим в октагоне съехали со всего Урус-Мартановского района. Зрители активно поддерживали спортсменов, а те, в свою очередь, стараясь не оставаться в долгу и демонстрировали все свое мастерство и навыки на бойцовском ринге. Практически в каждой встрече между бойцами шла нешуточная борьба. Среди тех, кто пришел посмотреть на спортивное шоу, были официально лица и богословы. После предварительных боев все внимание собравшихся было приковано к главному поединку вечера, где друг с другом сошлись Эмран Джулагов из клуба «Ахмат» и гость из Ставрополя Юрий Семенов. В начале встречи наш боец прибрал инициативу в свои руки и имел преимущество над своим соперником. Однако для того, чтобы довести встречу до победного конца, этого не хватило. За счет технического нокаута Юрий Семенов сумел одержать верх в этой схватке. Техническим нокаутом добивание победу одерживает Юрий Семенов. Я борюсь, потому что тот, кто не борется, тот не побеждает, как правило. Он хороший соперник, сильный, но функционально я был готов на бой. Это главное. В стойке он сильный, он показал то, что с ним нельзя вязаться в стойке. Он пробил хорошо колено мне 2 раза, четко вообще. Если не борьба, я бы упал, я просто задержался за него. А так, борьба, контроль – это победа. Всего на турнире состоялось 10 боев, 6 из которых остались за нашими бойцами. Организатором турнира выступили администрация района и бойцовский клуб «Ахмат». Победители и призеры получили кубки, грамоты, а также и ценные подарки. Рамзан Джамбеков, Изнаур Заурбеков, Алаш Аздамиров. Новости. В Грозном отметили Всероссийский день бега. В честь праздника в столице провели забег «Кросс нации», в котором приняли участие свыше 1000 человек со всей республики. Данный марафон проводится ежегодно, и организаторами выступает Минспорта России. Маршрут забега проложили вокруг аллеи на улице Шейха Али Митаева. В основном у нас активно занимается молодежь, как вы видите, и с энтузиазмом поддерживает это. Расскажите о дистанции, сколько метров? Ну, дистанция это 2 километра. По улице вот Первомайской до магазина «Халялы», там разворот и обратно они бегут. Начали забег самые юные участники, чтобы избежать травмы на старте и задавки. В кроссе принимают участие даже девушки. Спустя пару минут после начала финишную линию пересек первый участник. Всех финалистов наградили дипломами, кубками и медалями. готовится тренировать, вот хобот бар вот готовится для шоу. Вот есть акул алх шара вет пирамид калерс. Не кушара его я курается это. Вот это я там Это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами.